Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня вашему вниманию я хочу представить некоторые моменты работы с цифровой лабораторией Релион и показать, как работает один из датчиков, который мы сегодня взяли для работы. Называется он датчик влажности почвы. Для этого нам нужно USB-портал, переходник. Подключаем этот датчик, который уже собран. Также нам нужно будет для работы почву с цветком. В данном случае у нас растение сингониум, домашний цветочек, некоторое количество водички для изменения влажности почвы. И переходим к работе с программой. На ноутбуке у нас уже все программы подключены. И мы заходим в программу Releon Live. Сейчас должен появиться датчик. Иногда он не сразу высвечивается, он достаточно чувствительный, и поэтому вот появился. Итак, написано, да, что датчик влажности почвы подключен, значит, мы можем с ним работать. Преждевременно я откалибровываю этот датчик, и, соответственно, сейчас он работает в норме. Запускаем. Погружаю датчик почти до глубины в почву и измеряю влажность почвы. Мы видим, как влажность почвы начала повышаться. И мы видим, что держится примерно в районе 45%. Данное растение является мезофитом, и нормальная влажность почвы для этого растения 50-60%. То есть немножечко нам не хватает до нормы. Давайте поможем растению и повысим немножечко влажность почвы. Как мы видим, у нас на графике сразу же влажность повышается, причем происходит это достаточно резко, потому что вода сразу же поступая, она пока равномерно распределится, мы должны немножечко подождать. Да? Вот у нас повысилась общая, но не намного. Чуть-чуть подливаю еще. Угу. Угу. Снова у нас повышается, достаточно сейчас мы видим, высокая влажность стала. Угу. И опускается немножко. Ну, держится около 47%. В принципе, мы видим визуально, что цветок у нас почва увлажнена. Мы видим, что у нас произошел рост влажности почвы. Ну и примерно показатели держатся около 50%. Может быть погрешность, потому что, может быть, калибровка не срабатывает. И мы также знаем, что вода распределяется неравномерно в горшке, поэтому нужно немножечко подождать. Соответственно, через некоторое время, когда равномерно вода распределится, можно померить влажность еще раз. В данном случае мы можем воспользоваться графиком, можем воспользоваться таблицей, посмотреть табличные данные, на какой секунде было какое значение, выписать их, воспользоваться ими, сделать графики, сделать диаграммы, любые значения использовать по вашему усмотрению в зависимости от того, какие цели вы себе поставили.